Сотрудниками правоохранительных органов в Горно-Бадахшанской автономной области задержан 40-летний житель Рашткалинского района Дилавар Хурамов, очевидец спецоперации в селе Тавдем, в ходе которой погиб местный житель Гулбидин Зиёбеков, сообщает радио Азоди. Хурамов угрожал начальнику УМВД расправой. В УМВД по ГБАО подтвердили информацию о задержании Дилавара Хурамова. Источник в ведомстве на условиях анонимности сообщил 17 февраля радио Азоди, что Дилавар Хурамов оскорбил начальника УМВД по Рашткалинскому району и угрожал ему расправой. Прокуратурой ГБАО против Хурамова возбуждено уголовное дело по Ч. 2 ст. 328 «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, УК Таджикистана», добавил источник. Как стало известно радио Азоди, Дилавар Хурамов был задержан 2 недели назад. 29 ноября 2021 года Хурамов утверждал, что стал свидетелем спецоперации силовиков по задержанию Гулбидина Зиёбекова в селе Тавдем Рашткалинского района. Тогда, 25 ноября, во время проведения этой спецоперации был убит Гулбидин Зиёбеков. Недовольные граждане собрались у здания областной администрации и протестовали в Хароге 4 дня. Власти заявили, что Зиёбеков во время операции оказал вооруженное сопротивление и начал стрелять из пистолета Макарова, которым владел незаконно. Преступник был ранен ответным огнем, отмечалось в прокуратуре ГБАО. Родные Гулбидина отвергают это обвинение и утверждают, что у него не было никакого оружия. Что говорил Хурамов? Дилавар Хурамов ранее в беседе с радио Азоди заявил, что Гулбидин Зиёбеков не мог оказать сопротивление, поскольку у него не было оружия. Он утверждает, что во время спецоперации находился недалеко от моста, к которому подбежал Гулбидин. «Я видел момент, когда стреляли в Гулбидина. Он бежал уже по мосту, когда прозвучали выстрелы. Один раз упал и поднялся. Хотел двигаться дальше, прозвучал еще один выстрел. Упал на бок и руками очень сильно держался за перилу моста. В это время к нему подошли 7 вооруженных лиц. Он был еще жив, когда они подходили к нему. Захотели его поднять, он 2 руками цеплялся за решетку моста», — сказал он. Дилавар Хурамов отметил, что первым дошел до места, где застрелили Гулбидина, и кроме лужи крови не видел там никакого оружия. Близкие Дилавара Хурамова 17 февраля подтвердили информацию о его задержании, но от общения с журналистами отказались. Один из жителей села Тавдем, который предпочел остаться неназванным, заявил, что Дилавара считает невиновным. Его вина заключается в том, что в день спецоперации потребовал от силовиков объяснить причину убийства Гулбидина. Позже его арестовали, сказал он. Тем временем ситуация в Хароге остается неопределенной. Некоторые из жителей Харога сообщили радио Азоди, что численность военнослужащих в городе увеличилась, и что власти, похоже, готовятся к операции по задержанию Махмудбакира Махмудбакирова, одного из неформальных лидеров региона. Власти Бадахшана заявляют, что ситуация в регионе спокойная, но не подтверждают и не опровергают подготовку к силовой операции в областном центре.